Море в жизни каждого сухумчанина и в моей жизни тоже многое значит. Ощущать вот этот прибой постоянно. Даже если каждый день его и не видишь, но важно знать, что оно рядом. У меня приходят слова Дмитрия Гурия, который лучше всех сказал насчет моря и той земли, где-то море омывает берега наша Абхазия. Бьется берег Кавказский, Черного моря волна, а перед ней, как в сказке, полная фруктов страна. И в этих словах я чувствую и море, и горы, и землю нашу. И я очень люблю море. Когда человек получает травму и получает инвалидность, то он хочет реализовать себя в том, что он делал раньше. Я называю это комплекс Моресьева, когда человек старается реализовать себя как можно более полно. Эти вещи, они увязаны, наверное, с чувством собственного самоощущения себя как личности. Мы поднимались с территории санатория на парашюте. Это был, кстати, первый в этом году подъем у нас в начале лета. И когда меня подняло в воздух, то у меня отлетел протез. И люди, которые сидели на берегу в кафе, им показалось, наверное, что произошел какой-то несчастный случай. У человека отлетела нога. Они повскакивали с мест, там не началась паника у народа. Наверное, самое отвратительное в такой ситуации – это жалеть себя и потакать каким-то своим комплексом. Не знаю, какой-то период, конечно, было тяжело. Еще как. Переходил на ночной образ жизни, ночами читал книги, вокруг меня стояло штук 8 пепельниц полных сигарет за ночь. Все это проходящее, все это уходит. Жизнь, она требует, чтобы мы действовали и двигались дальше. В принципе, в Советском Союзе была одна особенность – нас стеснялись. Про нас говорили мало. И мы практически не участвовали в общественной жизни. Был День инвалидов, когда про нас говорили по телевидению, но буквально пока идут новости и показывают там заставки, где идут концерты, там в дом-интернатов инвалидов пришли люди, отметили этот день, на следующий день про нас забывали все. Лео, иди сюда. Для моей души работа в этой организации с моими друзьями и коллегами дает нечто большее, чем давало бы любое другое место работы. Первое, вы знаете, вот как будто продолжение дома. Я не иду на работу, я иду в другую часть своего дома.
меня, как у нас говорят, приобретенная инвалидность. Во время войны я подорвался на противотанковой мине на БМП при освобождении города Сухум. Очень многие, к сожалению, получили увечья различные степени инвалидности. У меня очень много друзей, которые потеряли ноги, да, из-за мин. И то, что в нашем обществе особенное отношение к людям, которые держали оружие в руках, которые воевали, это, конечно, накладно. Но здесь есть тоже как бы палка о двух концах. Потому что тоже как бы создается такой образ, да, и создан был все эти годы создавался такой образ чего-то неживого. Да. Мне он, откровенно говоря, не симпатичен, и я считаю, что это неправильно, когда из живых людей делают памятники. Мне кажется, наоборот, нужно отходить от этих стереотипов, либо там инвалиды униженные, оскорбленные, либо люди с инвалидностью – это герои. Такие же обычно нормальные люди, и очень разные. Первое время после войны я не сразу к этому пришел, к осознанию мысли, что если уже меня угораздило выжить, то, наверное, это произошло для того, чтобы я что-то сделал бы, а не просто бревном, бесполезным обрубком присутствовал бы в этой жизни. В данный момент я работаю в Государственном экологическом фонде исполнительным директором. Работа очень интересная. Мы изучаем вплоть до того влияние войны на экологию, на окружающую среду и так далее. Финансируем очень много программ. Ой, как неудобно с тобой. Поехали. Из такого большого количества детей, конечно, у нас пятый ребенок вот сейчас идет в школу, который имеет диагноз ДЦП, детский церебральный паралич. В основном эти дети дома сидят. И ребенок лишен и школы, и садика. У нас и школы, наверное, не готовы к тому, осторожно, чтобы принять этих детей. И пошли, поехали. Поехали. Ой, мамочки, не могу. Рука болит. Вот в этом году я ее пустила в другую школу. Абхазская школа. Хочется, чтобы она научилась абхазскому языку. Дома там и говорим, и писать, читать. Вот мне очень хочется, чтобы она научилась. Очень неудобно поднимать ее, спускать. Туалет находится на 2-м этаже. Это вообще какая-то катастрофа. Никаких условий для того, чтобы дети-инвалиды ходили в школу. Но я думаю, что с этим вопросом тоже можно что-то решить. Иди. Ко мне относились очень хорошо.
меня уважали как друга, ко мне приходили за советом, потому что считали, что я мудрее, чем они, хотя я был в их же возрасте, но меня просто то состояние, в котором я находился и нахожусь, меня заставило вырасти раньше, чем моих сверстников. Здорово, парни. Мне было трудно добираться туда и вообще подниматься по лестнице. И только в основном мне просто повезло. Я знаю, что это бывает очень редко, что только были физические проблемы. В основном бывают и какие-то отношения, то есть либо жалеют, либо не хотят, чтобы учились с детьми без инвалидности. Было где-то месяцев 6, когда мы заметили, что она ни на что не реагирует. Поехали вначале в Сухуми, вроде все нормально. Поехали в Сочи, никаких отклонений не замечали. Потом сказали в Ленинград, мы в Москву поехали. Потом, оказывается, всем ставили тогда один диагноз – неврит слухового нерва. У нас тут таких лечебниц не было, чтобы лечили этот диагноз. И нам пришлось остаться в Москве. Семья разделилась. И потом она пошла там в детский сад. Прошла на детский сад, потом пошли в школу. Потихоньку она начинала что-то говорить. И вот дошли до 4 класса. Но какие-то азы она знала. Потом у нас началась война. Там я заметила, что у нее склонность вот к рисованию. У нее так это здорово получалось. Вот первая картинка у нее в 13 лет. Ну, теперь вот сидим дома, она вроде общаться ни с кем не хочет. У нее вначале интерес какой-то был, а потом все это, я смотрю, постепенно пропадает. Сидя дома, незаметно то, что таких ребят много. Я могу сказать и о слепых ребятах, и могу сказать о детях, которые больны ДЦП, могу сказать о полиомиелитчиках. Почему мы считаем, что именно наша организация и подобные организации, которые существуют, способны интегрировать людей в общество лишь по той причине, потому что мы работаем сердцем, душой и желанием, чтобы то, что было при советском времени, каждый предназначен сам себе и практически живет на необитаемом острове среди людей, чтобы эта ситуация ушла далеко в прошлое. АИС очень многое сделал для такой категории, кого мы называем инвалидами. Всестороннюю помощь оказывает. Благодаря организации люди могут найти себя в этой жизни, общаться, работать, ну, вообще жить активной жизнью.
с 2001 года работает направление клуба «Белая трость». Она под собой подразумевает, значит, обучение письму и чтению шрифтом Брайля. Мы с ребятами наладили это. Уже несколько лет занимаемся этим. Около 15 человек уже прошли через эту школу. И с тех пор я получил возможность помочь не только себе, как бы в реабилитации, именно вот, найти себя в этом мире, а также помочь и другим ребятам, которые также, как я, которые имеют инвалидность и с детства, и приобретенные, значит, найти себя в этом мире, заняться какой-то полноценной работой. В 2003 году, значит, наладили компьютерное обучение JAWS, то есть синтезатор речи, озвучивание всего, что находится на экране, значит. Уже вторая группа у нас также занимается, поэтому около 7-8 человек уже прошли эти курсы. Группа взаимопомощи. Это группа, когда собираются люди с разными видами заболеваний, имеющие социальный опыт, бытовой опыт, и делятся этим опытом, посвящают друг друга в тайны, которые другим неизвестны. Я слышал такую фразу одного из членов ГВП, у него зрение очень сильно повреждено. Он сказал такую фразу: «Ребята, я вас как будто всю жизнь знаю». И вот в его словах не просто он произнес предложение, в его словах была такая любовь и радость, такое принятие к себе в душу нас, что, честно сказать, в тот момент у меня мурашки шли по коже. Общение со мне подобными мне многое дает. И я надеюсь, что вот в такой непринужденной беседе можно прийти к какому-то многообещающему выводу. Нас никто к этому не принуждает, не обязывает. Нас собирает здесь общая заинтересованность друг в друге. В обществе сложились очень много стереотипов, когда они думают, что инвалиду можно помочь, только опекая его. Это типа того, что его вот в пансионе закрыть и всем его обеспечить, и, мол, он должен быть доволен. Но совсем это не так. И люди, имеющие инвалидность, такие же члены общества, с такими же правами, потребностями. Я не ощущаю себя инвалидом. Наверное, проблема это или наоборот отсутствие многих проблем. У меня нет самосознания себя как инвалида. Здоровый человек без пятки или как-то надломленное, сгорбленное существо, которое влачит себя по жизни. Я отождествляю себя с первым. Если я человек с инвалидностью, я точно так же чувствую. Точно так же слышу этот прибой и ласкает мой слух, мою душу. Это нормально, это естественно. И точно так же любой другой парень там где-нибудь в Калифорнии или где-нибудь там, не знаю, там в Таиланде, точно так же сидит у берега моря или океана большого. Испытывает, наверное, приблизительно близкие какие-то чувства. Вот. Будет он на коляске там сидеть или на коляске. Какая разница?